Добрый день, меня зовут Лиля, я одна из хозяюшек этого дома. В прошлом видео мы с хозяюшками готовили зурбелеш, и у нас осталось очень много вкусного наваристого бульона. И сегодня мы решили сделать суп-лапшу или токмашло аш. Для этого нам потребуется По ингредиентам у нас все довольно просто. 3 литра густого бульона. Напоминаем, что наш сварен на 4 индюшачьих шеях. 2 средние картофелины, 1 морковь, 1 луковица, горсть домашней лапши, соль по вкусу, зелень и катык для сервировки. На самом деле нам повезло с бульоном. Для беляш мы приготовили слишком много, нам так много не понадобилось, поэтому мы решили приготовить суп. Бульон ночь пережил в холодильнике, поэтому он выглядит как холодец. Но не бойтесь, его просто разбавляем водой и снова ставим греться. Не забывайте солить бульон. Мы добавили целую щедрую столовую ложку соли. Пока наш бульон греется, закипает, а у кого-то просто варится, мы чистим овощи, в нашем случае 2 небольшие картофелины и 1 морковку. Морковка у нас большая, поэтому мы использовали только половину. Если вы задаетесь вопросом, где же в этом видео лук, то наш совет. Сварите лук большими кусочками сразу с мясом в бульоне. Так ваш бульон напитается луковым сладким вкусом, но при этом в вашем супе не будет маленьких кусочков, которые раздражают детей и гостей. Картошку мы разрезаем на среднего размера кусочки, на квадратики. А вот морковку мы перетираем через терку. Наши готовые овощи мы закидываем в кипящий бульон. Оставляем вариться до готовности картофеля. Этот суп прекрасен тем, что он полностью адаптируется под вас. Нравится морковь? Добавляйте. Не нравится? То хотя бы бульон с ней сварите. Пока наш суп близится к готовности, мы готовим зелень. Мы взяли немножечко свежего укропа, петрушки и, конечно же, зеленого лука. Мелко-мелко ее нарезали и на данный момент пока что отложили. Когда картофель в супе полностью сварится, его легко можно проткнуть вилкой или ложкой, пора готовить лапшу. Для нашего супа мы взяли прекрасную готовую лапшу ручной работы прямиком из нашей музейной лавки. Удобно получается в музее еду готовить. Но из нашей упаковки мы использовали всего лишь половину, то есть одной упаковки хватит на целых 2 супа, на всю большую семью. Большую горсть лапши, в нашем случае около 50 грамм, мы закидываем в бульон, хорошенько все перемешиваем, выключаем огонь, закрываем суп крышкой и оставляем его настояться примерно на минут 10, не меньше. На самом деле особенностей сервировки немного. К супу обязательно нужно подготовить зелень, которую мы заранее нарезали, подать какой-нибудь кисломолочный продукт, в нашем случае это катык, также вы можете подать ряженку или сметану, густую, конечно же, и обязательно черный хлеб. О, чуть не забыли, конечно же, не забудьте позвать всех домочадцев. Опять же, этот суп словно конструктор. Все добавляют себе то, что им нравится. Можно добавить зелень, кисломолочку, есть с хлебом, либо без него. Но главное, как ваша душа просит. Приятного аппетита!